С мая 2013 года Республика Башкортостан входит в перечень пилотных проектов, разработанных Минэнерго России в соответствии с планом мероприятий по расширению использования природного газа в качестве моторного топлива. Согласно установленному плану, к 2020 году соотношение автотранспорта, использующего природный газ в качестве топлива, должно составлять не менее 25% от общего числа автотехники. Сегодня в рамках комплексных мероприятий в регионе ведется работа по развитию сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Основной куратор проекта, специализированная компания «Газпром» газомоторное топливо, обещает закончить строительство 3 новых станций уже в грядущем году. В настоящий момент количество таких объектов по республике 11. Сибайцы свою станцию получат в самое ближайшее время. Основное отличие газонаполнительных компрессорных станций от обычных газозаправочных состоит в том, что газ в первом случае подвергается комплексной обработке на месте. Технологический процесс включает в себя очистку, коммерческий замер, компримирование, осушку газа от влаги и хранение. Питается же станция от общего сетевого газопровода. Это тот же газ, который мы сейчас получаем в своей квартире. Вот этот же газ и будет использоваться для заправки автомобилей. Путем компрессорного сжижения оно будет превращаться в газомоторное топливо. Это вот особенность вот этой газовой заправки. Обычные авто- и газозаправочные станции только реализуют моторное топливо, а регулярные процедуры, связанные с приемом и подготовкой системы к подаче топлива, как показывает практика, лишь мешают бесперебойной работе сервиса. К преимуществам газомоторного топлива над бензином относятся экологичность, дешевизна и отсутствие катализаторов разрушения металлов. Резюмируя все положения, природный газ в качестве моторного топлива признается гораздо более эффективным, чем его аналоги. Потому в рамках федеральной программы рассматриваются комплексные меры по всеобщей газификации транспорта. По линии ЖКХ планируется перевести все коммунальные машины на вот это газомоторное топливо, именно сжиженный газ. То есть это будет уже второй этап, далее уже будет третий этап, то есть будут поставки уже газового оборудования уже для автомобилей. Это все будет решаться в целом по этой федеральной программе. Располагаться газонаполнительная компрессионная станция будет на Зилаирском шоссе в районе Сибайского автотранспортного предприятия. Сроки завершения проекта намечены на вторую половину 2017 года. Директивный срок строительства от 6 до 9 месяцев. Если мы к концу года получим проектную документацию, разрешение, если в начале года выдадим, то получится мы где-то в 3-м квартале должны получить эти заправки уже. Еще 2 объекта частного характера будут переданы в эксплуатацию сибайцев в течение того же 2017 года. Газозаправочные станции обычной конфигурации появятся на индустриальном шоссе в районе 13-го сада и на Восточном шоссе в районе завода буровых реагентов. Строительство объекта на индустриальном шоссе ведется в настоящий момент. Сегодня в городе функционирует всего 2 автогазозаправочные станции, что мало удовлетворяет потребности городского населения. Наличие 4 газовых заправок в разных микрорайонах и 1 газонаполнительной компрессионной станции позволит сократить холостые пробеги для автотранспорта и сделать сибайскую газозаправочную сеть более оптимальной. Ринат Музафаров, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ.